Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. Верность слову и традициям. Для нас большая гордость, честь, что одно из учреждений, газету республиканскую, лично курирует, оказывает содействие, внимание такие уважаемые, известные в мире религиозные деятели, как Хожа-Ахмад Хаджи Кадыров. Газете «Зори Ислама» исполнилось 35 лет. Как менялось издание, не меняя своих принципов, узнаем у нашего корреспондента. Нет границ, есть возможности. Мы выбрали именно формат очного пребывания на сегодняшнем форуме «Сила Кавказа. Бизнес без границ». И надеемся, что своего рода эффект это тоже даст. В Грозном прошел деловой форум «Сила Кавказа. Бизнес без границ». Дом, где живет доброта. 2 дня заботы, и вот результат. Из грязи в чистоту и уют. В нашем выпуске мы расскажем историю женщины, подарившей крышу бездомным кошкам. «35 лет. Для человека это время зрелости и мудрости, для печатного издания целая эпоха. Именно столько сегодня отмечает газета «Зори Ислама», уникальное издание, которое на протяжении всех этих лет несет читателям свет знаний, рассказывает о ценностях и традициях одной из мировых религий, объединяет людей под одним духовным небосводом. На торжестве побывала наш корреспондент Лейла Муртазова. Для собравшихся гостей в честь 35-летия республиканской газеты «Зори Ислама» выступила детская студия «Ихсан». Это значимое событие со всеми разделил председатель Совета алимов Республики СКФО Хожа-Ахмад Хаджи Кадыров. Помощник главы, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил всех причастных, благодаря которым издание до сих пор является очень востребованным. За эти 35 лет газета она вносит неоценимый вклад в дело духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 35 лет распространяет информацию, знания о нашей религии, об исламе, освещает деятельность духовенства республики. И хочу отдельно поблагодарить духовного наставника, куратора этой газеты, уважаемого Хожа-Ахмад Хаджи Кадырова. Для нас, для всего журналистского сообщества в республике, для нас большая гордость, честь, что одно из учреждений, газету республиканскую, лично курирует, оказывает содействие, внимание, редактирует какие-то аспекты работы. Такие уважаемые, известные в мире религиозные деятели, как Хожа-Ахмад Хаджи Кадыров, конечно, это для нас большой стимул и мотивация. Поэтому от всей нашей команды хочу поблагодарить председателя Совета алимов Северного Кавказа. Хочу поблагодарить Масуда, поздравить весь коллектив с этим 35-летием. Газета возникла в эпоху строгих ограничений свободы вероисповедания. Но именно тогда нашелся человек, который решился дать обществу голос. Махсуд Заурбеков, основатель и первый главный редактор, вложил свои личные средства, чтобы дать людям читать о вере, традициях и духовных ценностях. Из-за известных событий конца 90-х годов издание было закрыто. И именно первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров поддержал возрождение Зори Ислама в 2004 году после перерыва, представив площадку для обсуждения религии. Ислам задерш газета нерц харагош хляха шариат исламца хуйхош отшар дабулина огубол. Маша Аллах. Ишт отшар ибол дабулин юхдина хар газета هون تدمح ورسو هيتش وين اتشاصا رولكش قيتي مادي محمود سا قبولش علمنا سا قد قبيلر هو ستياش يازير اي قزيتش تياقر ات زامن شوح اخارجيتش هو يتصهوش يول زامن شوح ات مادي محمود شا علم تقخلل يتر بخت اح شي دا علم تقور شي بخت اح قين ورشول سو هيد وي مديت سره الظلمين يخيلر إسلام نيقص بوش نيقخيلر زق ساساديش ديت شيت وين دايس اسكي برا دبول بالبوش بالهو بلخ نيق شنا اورها معهد الاسلامي اسلامسكي انستيتوت احمد صرخ او دايول يرسا
هر газета إسلام زانرش زوري إسلام هر دول دلرسا خيل برش بالبولخ إنز ويليش دوح عيش شوي ما يق برحتو يرئي ما يق غرش يرئي يقنا قوم لأمح إقام شي دين لي دريح شي قوم أزدنقل لي دريح إقام خي دريح. Далее наступило время почтить труд тех, кто ежедневно трудится в издательстве. Так, за большой вклад и распространение истинных ценностей и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова был награжден Масхуд Заурбеков. Звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» удостоилась и главный редактор газеты «Зори Ислама» Фарида Заурбекова. А также благодарственные письма вручили ряду отличившимся сотрудникам. Также за многолетний труд, значительный вклад в развитие религиозно-просветительского издания, благодарственное письмо от Министерства национальной политики, внешней связи, печати и информации вручили Хожи Ахмеду Хаджи Кадырову. За многолетний труд, значительный вклад в развитие религиозно-просветительского издания и укрепление духовно-нравственных ценностей, а также в связи с 35-летием со дня издания Республиканской религиозно-просветительской газеты «Ислам Занаш» награждается благодарственным письмом Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Кадыров Хож Ахмед Хаджи Джабраилович, председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа, редактор, главный консультант республиканской газеты «Ислам Занаш». 6 ноября 1990 года на свет вышел первый номер «Зори Ислама», став первым религиозным изданием СССР и важным ориентиром для мусульманского сообщества на многие годы под руководством Масуда Заурбекова. Он поблагодарил руководство за внимание к развитию газеты. Амдажи Иволчена, Мади Махмуд Иволчена. На Кобл беш, Айдамнак. Бу Сумдермела, Мерши Трустун Траш беш по Балдон. Хар Баовен Лушул, Елдул, Инквекюрта, Айда Кюртавул, Рамзан Амат, Масан Дересир. Депутат парламента Чеченской Республики Аламхат Елисаев также присоединился к многочисленным словам поздравления. Бусалдин Дозич, Даржуштол, газета, Лерам беш. Цена болба это беш мехда волша хохилме мюлча дунянча дол газет و журнал و телевидение радио شيء صدزدر دولش خنا ويتش دوزل ديان دولا خوج عمت عجبي أنا والش ويتعنقي خلال تعنقينا شيء تصح شيء أجر تقيلها ديلها قير مدولش لحتن دولا تغن نوتش جوان كوارت شهريح ليرم بيش دوق Заслуженный артист Чеченской Республики Исай Самбаев исполнил нашид про Ахмата Хаджи Кадырова. Новый главный редактор Фарида Заурбекова – дочь основателя. Она продолжает дело отца, стараясь перенять его опыт, но и внося новшества. Так издание сохраняет свои традиции, но при этом шагает в ногу со временем. Она выразила слова благодарности руководству субъекта, которое всегда их поддерживает. Для меня сегодня вот это мероприятие, которое было проведено, оно имеет огромное значение, потому что стать руководителем именно этой газеты – это на самом деле для меня большая честь и привилегия. Это детище моего отца Масуда Заурбекова. И получить сегодня столь неожиданно для себя такое звание, как заслуженный журналист Чеченской Республики от главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, это огромная, просто огромная для меня оценка моей деятельности. Скажу слова благодарности. Дейл Резхл, Дала Могушмяджа, Алшвяш Вах Войлвен, Ваймехканда.
Деятельность газеты была не раз высоко оценена. На 3-м международном миротворческом форуме «Ислама, религия мира и созидания» она получила высокую награду – орден за заслуги перед Уммой первой степени. На мероприятии были представлены первые экспонаты газеты «Зори ислама». Это печатная машинка, видеокамера, с которых начиналась работа редакции. Зори ислама ведут свою деятельность и в социальных сетях, активно освещают самые актуальные события духовного мира региона. Ежедневный труд и поддержка Рамзана Кадырова делают ее заметным медийным проектом. Лейла Муртазова, Джабраил Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. В республике дан старт подготовки к ключевому событию политической жизни региона – ежегодной пресс-конференции главы республики Рамзана Кадырова. Этот масштабный диалог, где напрямую решаются актуальные проблемы жителей, давно стал важной традицией. Сейчас в столице идут организационные работы, чтобы обеспечить максимальный охват и эффективность предстоящего разговора. Подробности подготовки в сюжете Ахмеда Рамазанова. Ежегодно глава региона проводит пресс-конференцию, где рассматривают актуальные вопросы и проблемы жителей республики. Этот год не стал исключением. Местные СМИ активно готовятся к очередной прямой линии. Подготовка к прямой линии с главой Чеченской Республики идет полным ходом. Вот такие ящики расположены в крупных городах республики. Каждый житель сможет написать интересующие вопросы. Все обращения будут рассмотрены. Также на связь с Рамзаном Кадыровым можно выйти и в режиме онлайн. Уже сейчас открыты каналы для предварительной регистрации вопросов. Жители отметили важность прямой линии, так как у них в очередной раз появится возможность обратиться к руководителю напрямую и сообщить о различных ситуациях. Пачхант и хоче, цахоше ошо сега, шила ам даэл ниш боше, ойма кайер пархтохилан, ермашохиларда мülkstege да охватен пачмагара амелда ишошхилар, шебал бел байшхил, алхамдулилlah. Этот формат диалога уже стал традиционным. По итогам предыдущих встреч были решены сотни конкретных проблем. И в этом году глава региона снова рассмотрит ваши обращения. Пресс-конференция пройдет 4 декабря. Ахмед Рамазанов, Саид Амин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Специалисты Росгвардии уничтожили очередную партию добровольно сданного и изъятого оружия в Грозном. Вся партия была передана на утилизацию от МВД Чеченской Республики, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана. Более 1500 единиц огнестрельного оружия, среди которых охотничьи оружия, карабины, автоматы, пистолеты травматического иностранного производства, разрезано и деформировано на специальном оборудовании под контролем комиссии. Также на полигоне сожгли более 14 тысяч единиц боеприпасов. Полученный металлолом будет отправлен на переплавку. В Министерстве культуры Чеченской Республики состоялась передача коллекции каменных барельефов древнего храма Тхаба-Ерды XII века Республики Ингушетия. Артефакты одного из древнейших христианских храмов на территории современной России теперь будут храниться в Ингушском государственном музее краеведения имени Мальсагова. Коллекция включает уникальные фрагменты: плиты с петроглифами, часть стены с надписью, высеченной шрифтом Асамтаврули, фрагменты фриза с растительным орнаментом, датируемые IX-XII веками, элементы барабана и купола храма. По нашим личным договоренностям еще в 2023 году с Айшат Кадыровой, будучи тогда министром культуры, она выразила желание передать нам фрагменты древнего храма Тхаба-Ерды, которые хранились в Чеченском государственном музее. Но так как эта процедура, она предполагает собой определенные процедуры юридического плана и временные рамки, поэтому пришлось немножко подождать. Но это значимое событие все-таки состоялось. Древний христианский храм Тхаба-Ерды, он датируется IX веком, а есть некоторые источники, которые более ранние сроки указывают. И это очень важно, потому что для нашего региона и для развития туризма и культуры, в общем, и сохранения нашего культурного наследия, реставрация этого храма имеет огромное значение. Я хочу поблагодарить лично Айшат Рамзану Кадырову за содействие
том, чтобы вернули сегодня нам вот эти фрагменты, руководству Чеченской Республики. Хочу выразить надежду на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество в области культуры и развития туризма. Иногда одно большое сердце способно стать целым миром для тех, кому больше некуда пойти. История, которую мы вам расскажем, именно об этом. О женщине, чей дом наполнился не просто кошками, а обретенной надеждой. Почему она это делает и нужна ли ей помощь, узнаем у Мадины Кураевой. Эти маленькие пушистики здесь словно в сказке. Малика создала для них лучшие условия жизни. Каждый котенок имеет свое имя и место. Это Мелисса. 48 часов назад она была беспомощным комочком. 2 дня заботы, и вот результат. Из грязи в чистоту и уют. Уже более 2 лет женщина ухаживает за бездомными кошками, перевозит их, лечит, следит за их здоровьем. Она обустроила целый подземный приют с теплыми лежанками и кормушками. У самой Малики целых 15 кошек, но она не может отказать никому. Каждый новый питомец, попавший к ней, получит заботу, даже если раньше оказался на улице или был ранен. Чистой душой, с чистым сердцем человек. Она очень любит животных. Ни одного животного она оставить не сможет. Если у нее была бы такая возможность, наверное, всех собрала бы. Вот подвал, вот, допустим, так она столько мусора, наверное, где-то целый КАМАЗ, наверное, полный мусора, все вытащила оттуда, почистила, ковры постелила, все чисто, все аккуратно. Подъезд каждый день по 2-3 раза моет хлоркой, белизной, чтобы люди как бы не говорили там шерсть там туда-сюда, вот это вот все. Она тратит все свои средства, пенсию и зарплату на питание, лечение и содержание этих животных. Работу выбрала даже исходя из возможности помогать кошкам. Хотелось бы, конечно, чтобы ей немножко помогли. Тем не менее, зимние холода и растущие расходы – серьезное испытание для приюта. Поддержка с кормом или медикаментами от неравнодушных – большая помощь волонтерам, которые ухаживают за пушистыми друзьями. Мадина Кураева, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошел деловой форум «Сила Кавказа. Бизнес без границ», организованный торгово-промышленной палатой Чеченской Республики во главе с Юсупом Чуликовым при содействии Центра поддержки экспорта региона и Министерства экономического и территориального развития. Главная цель – развитие предпринимательства и внедрение новых финансовых инструментов. В программе были сессии по государственной поддержке бизнеса, финансовому праву, а также блок, посвященный исламским финансам и партнерской экономике. Как бы люди не стремились и мировой тренд не был задан с направлением онлайн-систем общения, коммуникаций, тем не менее новые бизнес-идеи, новые проекты рождаются лишь при личных встречах предпринимателей, личных встречах бизнес-партнеров, при личном общении, личном доверительном контакте. Поэтому мы выбрали именно формат очного пребывания на сегодняшнем форуме «Сила Кавказа. Бизнес без границ». И надеемся, что своего рода эффект это тоже даст. По итогам подписаны соглашения о создании комитета по пиар и взаимодействию со СМИ. Форум завершился нетворкингом и серией индивидуальных встреч. Качество организации, посещаемость, интерес наших бизнесменов к данному форуму показывает, что такие форумы нужны, необходимы и полезны для нашей республики. Галанчожский район – жемчужина Чеченской Республики, место с уникальной природой и богатейшей историей. Сегодня там развернулся масштабный субботник. Это не только забота об экологии, но и важный шаг по сохранению историко-культурного наследия для будущих поколений. Репортаж Медины С
самого утра на территории Хайбахского башенного комплекса слышен шум газонокосилок. В составе 12 человек сотрудники Аргунского музея-заповедника благоустраивают прилегающую территорию. Галанчожский район. Этот восстанавливаемый муниципалитет известен своими природными красотами и сохранившимися объектами культурного наследия. Некоторые населенные пункты в свое время были уничтожены в ходе сталинских репрессий. В северной части селения Хайбах, в местности под названием Хижах, расположен башенный комплекс. Его реставрация началась в июне и уже подошла к концу. وين قوش ده تخذ عدينك شادي أتلاشل أتغابن أتغوانداش 9 متر 9 متر 1 متر بوريتياش أكواش غواندار يبيرد بوي لاشل يطرح شاخنق полностью чу инекси водитяш ишахбин мукибол. В поселении сохранились 4 самые древние в Чеченской республике башни – боевая и 3 жилых. Здесь жили семьи Тайпа-Нашхой. Для них они были и домом, и крепостью одновременно. Этому месту больше 8 веков. مرزنا انزوري ويسيتي غالو اي لو سخانه ويقام سير داخلي الساعه بوس باخت بين كوتش بين صايش ابرغل ليل دليز سير ده يقوك انت اشتس يلان شكابي انبو انزوري ويسي شوز يسول شراوينا سير تحين سوي سنسجه تاقلب بزانه وير شوارت بولش شيش ماخلانا بوس تنا بوش قزعينش جسكو تابيش بقزعينах. Развалины древнего замка, останки сторожевых башен – все это хранит в себе много тайн. Объект сложен из хорошо обработанных камней на глинистом растворе. Стены ориентированы по сторонам света. Еще одной особенностью как боевых, так и жилых башен являются вот такие отверстия в стенах. Их называют бойницы. Их использовали для отражения атак противника, а также в оборонительных целях. С внешней стороны нанесены петроглифы и солярные знаки. Их расшифровкой занимаются опытные специалисты. А в книге известного этнографа Аличи Ильясова есть множество исследований на эту тему. Но о том, что действительно хотели передать нам предки, история умалчивает. Реставрации и субботнику также подвергся еще один исторический объект, находящийся в этом селе – Хайбах, место, которое навсегда вписано в трагическую летопись истории. Во время репрессий здесь произошла страшная трагедия. Сотни мирных жителей были сожжены заживо в хлеву, куда их загнали под предлогом эвакуации. Район активно развивается. Все работы проводятся по инициативе главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Здесь проводят электрификацию, строят дороги, благоустраивают территорию, чтобы люди могли вернуться в родные края, предки которых были выселены. К слову, открыть объекты после реставрации планируют уже в конце месяца. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.